Гуманитарная электрическая помощь. Переток российской электроэнергии начался в Абхазию. Поддержку власти республики запросили на прошлой неделе. И, по словам исполняющего обязанности президента, отключение света по 9-11 часов в сутки ставят под угрозу жизни и здоровье детей, пожилых людей и социально незащищенных слоев населения. Теперь свет в республике отключают на 4 часа в сутки, на 2 днем и 2 ночью. При таком графике объем гуманитарной помощи хватит на январь и февраль, заявила абхазская компания «Черноморэнерго». Лимит предоставляемого электричества 327 миллионов киловатт-часов. Такие поставки оцениваются примерно в 1 400 000 000 рублей. Ну так что же стало причиной энергокризиса? С дефицитом электроэнергии Абхазия сталкивается на самом деле практически ежегодно, с ноября по апрель. Чтобы частично покрыть недостаток, с 1 ноября Абхазия закупала энергию у России. Подачу света ограничивали на 4 часа в сутки. 11 декабря из-за критического уровня воды и недостаточного ее притока Ингурская ГЭС, а это ключевой источник энергии для Абхазии, подавала свет населению днем на неполных 3 часа. Практически все торговые объекты, общепит, медучреждения перешли на генераторы. Надо иметь в виду, что с ноября Абхазия оплачивает переток энергии из России по коммерческой цене. Москва приостановила социальные выплаты в Абхазии. Их получали учителя, врачи и работники силовых структур. Выплаты оставили исключительно проживающим в республике пенсионерам, гражданам России. Сухум, как признал глава Минэнерго и транспорта, не рассчитывал, что республике придется самостоятельно платить зарплаты бюджетникам. В итоге деньги для оплаты электроэнергии власти республики вынуждены были направить на покрытие выпавшей финансовой помощи Москвы. Ну, помимо этого, да, все-таки, что еще спровоцировало такой серьезный энергодефицит? Его усугубляет деятельность майнеров. Буквально на прошлой неделе парламент республики одобрил законопроект о запрете майнинга, но обсуждение этого документа вышло крайне скандальным, вызвало перестрелку в законодательном органе республики. Погиб 1 депутат. За последнее время изъято более 500 устройств для майнинга криптовалюты, которые после решения суда будет уничтожено. Об этом заявил сегодня исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Мганга. По его словам, для экономии электроэнергии власти усилят борьбу с майнингом. Ну и еще одна проблема, разумеется, это низкая платежная дисциплина. Потребляемую электроэнергию оплачивают 47% абонентов, отмечают Минэнерго и транспорт Абхазии, отмечая, что в республике продолжается установка счетчиков. Давайте подробнее об этой ситуации поговорим. Адгур Ардинба с нами на связи. Это министр экономики Республики Абхазия с 2015 по 2020 год. Адгур Миранович, здравствуйте. Добрый вечер. Адгур Миранович, вот судя по полемике в соцсетях, абхазское общество неоднозначно восприняло вот эту, как акцентируется официально, да, гуманитарную помощь из России и ожидает, что будет что-то потребовано взамен. Это так? Это не совсем так. Во-первых, я бы хотел внести уточнение. Ну, соцсети — это понятная история, когда люди под разными именами могут формировать определенное мнение, и не всегда удается отследить, кто эти люди, происхождение этих людей. На самом деле в Абхазии с большой благодарностью относятся к тому шагу, очередному шагу, который сделала Россия. И лично в отношении президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина абхазского народа большая благодарность, потому что в Абхазии хорошо помнят те времена до того момента, пока Владимир Владимирович Путин пришел во власть. И с его приходом отношения Абхазии и России динамично развиваются. Поэтому в Абхазии, еще раз повторюсь, очень с большой теплотой и благодарностью относятся к этому жесту доброй воли. Откуда же такие сообщения в таком случае, Адгур Миранович? Ну, мы с вами должны понимать, что мы находимся сегодня в сложный период времени, проживаем, когда идет глобальное противостояние. Конечно, нельзя исключать и то, что есть и провокации со стороны Грузии, со стороны Украины, со стороны разных заинтересованных лиц, которые пытаются поссорить наши народы
это имеет место быть, к сожалению. А особенно в информационном пространстве, в социальных сетях, там, где у них есть больше возможностей, чем у нас, в том числе в плане регулирования. Адгур Амиранович, какие-то другие варианты, кроме вот гуманитарной помощи со стороны России, были? На данный момент нет, потому что вообще, вот, если говорить о том, что происходило в последние годы, нужно понимать, что данная ситуация сформировалась вследствие непродуманных и последовательных действий правительства, которое еще в 2020 году своим решением легализовало майнинг. Таким образом, потребление в республике, потребление электроэнергии увеличилось на 30%. Вот для сравнения, если брать 2019 год, общий объем потребления в республике составлял 2 миллиарда 063 миллиона киловатт-часов. Уже после 2020 года, в 2021 году, как только правительство легализовало майнинг, рост потребления составил 900 миллионов киловатт-часов. То есть резкий скачок на 30%. Нужно еще отметить, что это решение принималось в тот период, когда уже был дефицит электроэнергии порядка 10-11%. Соответственно, на сегодняшний момент, с учетом такого роста потребления, дефицит электроэнергии в республике составляет больше 30%. Соответственно, не имея других источников питания, а у нас единственный источник питания — это Ингургэс, гидроэлектростанция, которая питает Республику Абхазия. Общий объем выработки, направляемой в Республику Абхазия, в среднем составляет до 2 миллиардов киловатт-часов, от миллиарда 800 до миллиарда 960. Да. Делать-то теперь что? Как можно вот сейчас эту проблему решать Абхазии? Когда цифры, вот, ну, вы приводите там, да, по киловаттам час, давайте мы приведем более понятную, наверное, для людей цифру, которую глава Ингурской ГЭС приводил. Абхазия с населением менее 250 тысяч человек потребляет электроэнергии столько же, сколько 1,5-миллионный Тбилиси. Ну, это же парадокс действительно. Что ситуацию сейчас эту может изменить? Сейчас правительством предпринимаются серьезные шаги по борьбе с майнингом. И, кстати, вот полученная гуманитарная помощь в виде объема электроэнергии никого не должна, скажем так, расслаблять. Борьба с нерациональным потреблением, а в первую очередь с майнингом, будет продолжена с удвоенной силой, потому как мы понимаем, что Россия сама находится в сложной ситуации, и бесконечно просить помощи у Российской Федерации — это неправильно. Поэтому первое — это сокращение нерационального потребления. У нас установка прибора учета идет достаточно медленно. Мы эту работу будем усиливать. На сегодняшний день приборами учета, если по-простому говорить, счетчиками, охвачено не более 20-21% абонентов. В этом направлении надо будет предпринимать определенные шаги. Кстати, подключение прибора учета приводит к резкому сокращению потребления. В среднем от 22 до 30% снижается потребление. И, соответственно, у нас есть незадействованные, нерабочие гидроэлектростанции. На сегодняшний день самые крупные, их 3. Есть предложения с разных сторон по привлечению инвестиций, или же с помощью средств государственного бюджета мы обязательно в ближайшие годы должны их восстановить, что как раз позволит сократить или тот дефицит, который образовал. Обсуждение запрета майнинга привело к стрельбе в парламенте и гибели депутата. То есть противостояние здесь не на жизнь, а на смерть идет? Ну, не совсем так, но, к сожалению, да, и трагичный эпизод произошел. Но, как я уже говорил выше, майнинг был легализован правительством в 2020 году. Это было ошибочное решение, и люди действительно включились в этот бизнес. Многие из них брали кредиты для того, чтобы приобрести оборудование. По большому счету люди были введены в заблуждение. Но у нас нет альтернативы, у нас нет возможности заниматься майнингом
стране, где энергодефицит. Вот здесь вы выше говорили о том, что маленькая Абхазия потребляет столько же, сколько Тбилиси. На самом деле в Абхазии и обогрев домов, все производственные объекты, вся инфраструктура обеспечивается за счет электроэнергии. У нас альтернативных источников энергии нет. К примеру, как газ там, и иные источники. И если возвращаться назад, что делать? Конечно, нужно развивать и альтернативные источники электроэнергии. Это солнечная электроэнергия в первую очередь. Сейчас в парламенте есть инициатива от наших коллег о том, чтобы освободить от налогов ввоз оборудования, связанного с, во-первых, сокращением электропотребления и по генерации альтернативных источников электроэнергии. Слушайте, к началу курортного сезона, трудно, конечно, прогнозировать, планировать, но тем не менее, к началу курортного сезона ситуация каким-то образом поменяется? Конечно, да. Ситуация будет стабилизирована в течение 2025 года, и к зиме 2025 года мы уже выйдем совершенно с другой картиной. Просто необходимо предпринимать последовательные и правильные шаги. К примеру, вот если даже говорить о том, что Абхазия приобретала электроэнергию из России по рыночному тарифу, вы об этом выше говорили, хочу обратить ваше внимание, что за последние 2 года Абхазия приобрела электричество из Российской Федерации на сумму больше, чем 1,8 миллиардов рублей. Есть, значит, возможность приобретать это электричество в летний период, тогда, когда рыночная цена на электричество гораздо дешевле, чем в зимний. Сейчас, к примеру, в среднем стоимость киловатт-час электроэнергии 4 рубля 80 копеек в дневное время. Тогда как летом цена опускается до 2 рублей. Соответственно, у нас будет возможность накопить необходимый объем электричества, чтобы зимний период пройти в спокойном режиме. А в следующем году и уже впоследствии мы надеемся, что будет принята соответствующая программа, пошаговый план, который позволит в первую очередь сократить потребление, во-вторых, необходимо произвести инвестиции, государственные инвестиции в перепадные, значит, гидроэлектростанции, которые у нас в Галском районе. Да. Скажите, а бюджет Абхазии сейчас что в основном формирует? Ну, в основном бюджет формируется за счет туристической сферы и экспортоориентированных предприятий. Объем доходов бюджета на текущий год составляет 17 миллиардов 359 миллионов рублей. Из них средства российской финансовой помощи в объеме 5 миллиардов 828 миллионов рублей, это где-то 29%. А экспорт куда в основном идет? В основном это Российская Федерация. Экспорт вина, экспорт сельхозпродукции. И мандарины к Новому году, да? Значит, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Адгур Ардзинба был с нами в эфире, министр экономики Республики Абхазия с 2015 по 2020 годы. Спасибо.